Главные новости из Чечни. Российский флаг над площадью Минутка, стратегически важной частью центра Грозного, куда федеральные войска и отряды милиции Гантемирова пробивались с начала года. Точнее, сегодня на одном из высотных домов, расположенных на этой площади, были подняты сразу два российских флага. Один совершенно новый, а другой его поднял полковник Кукарин. Тот самый флаг, который, уходя в 1996 году из Грозного, российские войска забрали с собой. Сегодняшняя акция показывает, что в ходе операции в чеченской столице, кажется, наступил перелом. С этого дня федеральные силы в Грозном контролируют около 40% территории города. Когда будет поднят флаг над резиденцией Масхадова, сейчас вряд ли можно прогнозировать. Но сегодня войска уже заняли часть важной для них площади, рядом с которой, кстати, находится мост, где в прошлую войну был совершен террористический акт против генерала Романова. Из центра чеченской столицы передают наши фронтовые корреспонденты Сергей Гапонов и Алексей Кременецкий. Военные неоднократно объявляли о том, что площадь Минутка в Грозном взята федеральными силами. И каждый раз боевики своими действиями опровергали эти утверждения. Сегодня, похоже, эта стратегически важная точка города действительно находится под контролем вооруженных сил. Значение этого небольшого района Грозного трудно переоценить. И во время прошлой кампании здесь шли упорные бои. И теперь название «Минутка» чаще других звучало в информационных сводках из Чечни. Эта площадь являлась ключом маневра всех сил и средств, оборонявшихся в городе. Она перерезала сразу все коммуникации, ведущие на выход в горы. Со взятием этой площади мы полностью теперь контролируем, можно сказать, город и не допустим отхода из северных районов города, оставшихся бандформирований. Площади, прилегающие к ней улицы, были превращены боевиками в укрепрайоны. Долговременные огневые точки, окопы, блиндажи и ходы сообщения не всегда могли быть уничтожены огнем артиллерии и авиации. Да и те, кто превратил город в крепость, не вчера взяли в руки оружие и воевать умели. Снайпера у них работают очень профессионально. Фактически, когда выносил я раненого своего друга, он буквально 1,5 метра не дал вообще пройти нам. Ну вынес? Вынес, слушайте. На этом направлении оборонялись не только чеченцы. Очень много, и вам представляли трупы их, это были арабы, прибалты, женщины, снайперы. То есть не только чеченцы, но и представители других государств иностранных, руководимые так небезызвестным Хаттабом. Сейчас бои идут в непосредственной близости от площади. В огневое соприкосновение с боевиками передовые части федеральных сил вступили на улице Ленина за туннелем, выводящим с Минутки в центр города. Несмотря на то, что военные буквально с каждым часом оттесняют боевиков, вряд ли завтра в Грозном перестанут стрелять. Впрочем, командование группировки на это и не рассчитывает и продолжает применять прежнюю тактику. Техника вперед не идет, хотя они ее ждут. Действуем мы так, как надо действовать в городе. Отсюда, но так как практически каждый дом представляет из себя, и вы сегодня убедитесь в этом, вас придут, покажут. Крепость, укрепленная крепость, хорошо минированные. Вот, в частности, дома 14-этажные, которые на Минутке, ключевой дом. Полностью подвальное помещение было противотанковыми минами. И все остальные дома, они представляют из себя солидные укрепрайоны, укрепсооружения, в том числе минированные фугасами. Боевики сегодня несколько раз пытались вырваться небольшими группами из города, но все их попытки были отбиты. Кое-кто выбрал другой путь – сдаться. За минувшие 2 суток оружие сложили около 250 боевиков. Так называемые непримиримые остановить их не могли. Так же, как уже не могут забрать, отступая, тела своих погибших. Сергей Гапонов, Алексей Кременецкий, Антон Королев. НТВ. Грозный. На 10 дней для прояснения всех обстоятельств его пребывания в Чечне. Ситуацию подробно объяснил Сергей Стржемский, курирующий в администрации Владимира Путина информационную сторону чеченской войны. 29 января допрошенный в качестве подозреваемого Бабицкий пояснил, что прибыл в город Грозный как корреспондент «Радио Свобода». Аккредитации в пресс-центре Объединенной группировки федеральных вооруженных сил не имел. В городе Грозном находился и работал в штабе полевого командира Хутаева в районе улицы 8 марта. Для работы в качестве корреспондента имел спутниковый телефон и цифровую видеокамеру марки Sony. По городу его сопровождали и охраняли люди Хутаева. В штабе Хутаева он встречался с командующим, или так называемым командующим,
Юго-Западным фронтом Гилаевым, руководителем обороны Грозного Исмаиловым, а также с полевым командиром Исрапиловым. Так. Вел съемки боевых действий, которые против федеральных войск в городе Грозном вели террористы. По словам Бабицкого, личного участия в боевых действиях не принимал. По его словам, в расположении федеральных войск оказался не с целью выяснения их дислокации, а для выхода из города под видом беженца. Видеокамеру и спутниковый телефон оставил в штабе полевого командира Хутаева. И на окраине города Грозного был задержан военными разведчиками. В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия. По той информации, которая у меня есть, скажем, водительское удостоверение якобы фиксировало основное место пребывания, место жительства Бабицкого в Ингушетии. Вот, это тоже вызвало, как я понимаю, вопросы у следствия. Кроме того, была обнаружена аккредитация в Министерстве информации Ичкерии, подписанной Удуговым, и на этой аккредитации стоит множество подписей и печатей, в частности, Басаева, Белаева, Удугова, Исрапилова, Исмаилова, датированных в том числе и во второй половине 1999 года, то есть после начала агрессии в Дагестане.